Дорогие мои матери Беларуси, мы часто слышим, что война — это мужское дело. И это не потому, что женщины слабые, мягкие и не способны к героизму. Военные подвиги женщин во Второй мировой войне признаны миром и не подлежат сомнению. Но матери, как никто, знают ценность жизни. Матери, как никто, понимают, каких усилий стоит выносить и вырастить человека. Вырастить человека — это невероятно сложный труд и очень высокая ответственность, которая требует посвятить этому большую часть своей жизни. И поэтому ни одна мать в наши дни не начала бы войну. Из уважения к ценности жизни, из понимания, что никакие амбиции не стоят того, чтобы напасть на братский народ и бросить под огонь тысячи своих сыновей. Из желания во что бы то ни стало защитить своего ребенка — огромная, мощная, неудержимая сила всякой матери. Сила, способная остановить войну. И сегодня я хочу призвать к этой силе. Матери Беларуси, матери России, ваших детей отправляют не на учения, ваших детей отправляют на войну умирать. Эта война жестока и бессмысленна. Ваши дети к ней не готовы. Эта война не нужна нашим странам. Она нужна Владимиру Путину, который объявил врагом братскую Украину, и теперь в этой войне умирают тысячи солдат. А русские военные стреляют по мирному населению Украины. Я просто не могу представить, что проживают сейчас украинские матери, когда теряют своих маленьких детей после бомбежек. Официальные источники искажают информацию. Многие солдаты пропадают со связи и даже не знают, что их перебрасывают на войну с Украиной. Но вы не должны позволить обманывать себя. Вы имеете право знать, куда отправляют ваших детей. А их отправляют на смерть. И именно вы можете оказать давление на военкоматы, депутатов и министров, чтобы у них больше не было возможности рисковать жизнями ваших детей в тишине. И вот что вы можете сделать уже сегодня и продолжать настойчиво делать всю неделю. Звонить в военкоматы и военные части, спрашивать, куда отправили ваших детей. Не ждите честных ответов, но покажите, что вас много. Требуйте, допрашивайте, пусть попытки соврать вам станут для них невыносимы. Писать письма представителям местной власти, депутатам, чиновникам министерств. Они не будут выполнять требования, но вынуждены их читать. И это создает давление на них и представление о настроениях в обществе. Это создаст раскол в их рядах. Записывайтесь на личные приемы к чиновникам и задавайте эти вопросы лично. Показывайте кадры из Украины и спрашивайте, что они могут сказать вам на это. Если вам известно местонахождение части, приходите туда. Требуйте правды, требуйте вернуть вам ваших детей. Объединяйтесь с другими матерями и приходите вместе с ними. Также ищите способ передать мобильные телефоны тем, кто еще не переброшен на фронт. У солдат отбирают телефоны и не позволяют общаться с родными. И ваша задача сделать все, чтобы выйти с ними на связь. Вступайте в группу поддержки матерей Беларуси, России и Украины «Союз матерей». Эта инициатива призвана информировать матерей о том, что происходит с их детьми, и действовать вместе.